Палестина снова в огне. Сектор Газа – боль всех мусульман. Кто бы что бы ни говорил, но это так. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И председатель Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека, помощник главы Чеченской Республики Тимур Алиев. Маршал Тимур. Давайте начнем сразу. И я хочу услышать ваше мнение о ситуации там, в секторе Газа. Рассказывайте. Ну, я думаю, сейчас... Какова там ситуация, по вашему мнению? Я думаю, нет нужды сейчас расписывать подробно, что там происходит, потому что внимание всего мира на самом деле приковано сейчас к ситуации, которая происходит в секторе Газа. И не исключение, и даже более чем не исключение, это жители Чеченской Республики, которые с большим сожалением, трагедией воспринимают то, что сегодня там происходит. Поэтому мы все прекрасно знаем, что сегодня Израиль устроил фактически геноцид палестинского населения это есть сектора Газа. Конечно. Хорошо. Смотрите, Тимур, как сообщается, число погибших в секторе Газа превысило 11 тысяч человек. Из них около 5 тысяч несовершеннолетние. Еще около 3 тысяч человек числятся пропавшими без вести. С начала войны Цахал, армия обороны Израиля, да, сбросила на сектор Газа около 40 тысяч тонн взрывчатки. Вы сможете себе вот представить? 40 тысяч тонн взрывчатки. Израиль заявляет, что ведет войну с палестинским движением Хамас. Но почему тогда гибнут мирные жители? Почему гибнут дети в секторе Газа? Да, но мы, конечно, слышали... Если они ведут борьбу, скажем, войну с Хамас, при чем тут дети, при чем тут мирные люди? Ну, как говорится, не мне нужно задавать этот вопрос. Но и все-таки. А хорошо бы, чтобы здесь был там, я не знаю, министр обороны Израиля или премьер-министр Израиля. Вот такой вопрос задать бы ему бы. Мы-то прекрасно знаем ответ, потому что на самом деле Израиль, естественно, ведет политику двойных стандартов, заявляя, что он якобы воюет только с Хамасом. На самом деле он сегодня уничтожает фактически мирное население Палестины. Я думаю, что в Израиле прекрасно понимают, что они делают. И когда говорят, что они воюют только с Хамасом, они прекрасно знают, на самом деле, что они уничтожают мирное население. Я думаю, весь мир это видит. Думаю, это их изначально стоящая перед ними задача, цель, не знаю, может, мечта, чтобы в Палестине больше не осталось палестинцев. В этом и заключается все это. Мне кажется, да. И это просто прекрасный повод, якобы, значит, атака Хамаса и так далее. И ответ якобы, да, на эту угрозу со стороны Хамаса. И якобы бомбардировка инфраструктуры Хамаса. На самом деле в Израиле прекрасно знают, что они делают, зачем они это делают. Они просто-напросто уничтожают палестинцев, чтобы окончательно, что называется, решить палестинский вопрос. Смотрите, в секторе Газа, насколько правдива данная информация, которая поступает из источников, 20 из 35 имеющихся больниц полностью прекратили свою деятельность. Они просто уничтожены бомбардировками Израиля из-за атак Израиля. Это что? Новые правила ведения войны? Бомбить больницы и мирные жилые кварталы? Или под видом борьбы с Хамас Израиль готовит полную оккупацию сектора? Абсолютно подтверждает предыдущие слова, предыдущие наши высказывания, этот факт. Те, кто внимательно следят за ситуацией, наверное, они слышали, опять же, заявление Израиля, что, мол, под больницами есть некие бункеры, в которых, значит, целые штабы или командование Хамаса, и поэтому она бомбит больницу, а вовсе не потому, что это мирный объект, и не потому, что там спасаются жизни несчастных палестинцев, несчастных
бедных палестинских детей. Но, опять же, я прекрасно осознаю, когда говорю, что задача Израиля на самом деле намного больше, чем просто борьба с Хамасом. И эта задача, это геноцид палестинского населения. Им нужна территория. Просто территория. Им нужно решить проблему, которая, как им кажется, тянется очень уже давно. И они просто год за годом постепенно ее решают, выдавливая территорию с территории Палестины, с территории полуострова, все гражданское население, все мирное население Палестины, всех палестинцев. Но эта война бесконечно будет идти, ну, исходя из того, что они хотят. Из того, что они готов хотят. Отдать территорию? Кто? Никто. Никто, но если они рано или поздно и так происходит, мы же знаем, что сколько было уже подобных, да, случаев за эту вот 70 уже, да, 75 лет, 75 лет историю. А сколько было исходов палестинцев, которые уходили в Египет, уходили в Иорданию. И я уверен, что не то, что руководство Израиля, а все, наверное, в Израиле уверены, что рано или поздно они сумеют выдавить оставшихся в живых несчастных палестинцев с этой территории, просто расчистить себе место для дальнейшего проживания. Что, собственно говоря, происходило, потому что территория Израиля год от года расширялась и увеличилась уже там, во сколько, в 2 раза, по-моему, с 47-го, 48-го года. История то есть, это говорит, это то подтверждает. Есть, в пользу нашей версии говорят факты, просто нам цифры говорят в эту пользу. И тут тогда, смотрите, такой вопрос возникает, и самый сложный вопрос, который сегодня обсуждается на фоне данного конфликта. Впишутся ли в него арабские государства? А вот каким будет ваше мнение? Может ли данная эскалация палестино-израильского конфликта привести к новой, большой, ближней, восточной войне? Ну, не раз уже случались, конечно, войны, в которых участвовали армии там, Египта, мы знаем, да, Иордании. Но, опять же, вот за вот эти 75 лет случится ли сегодня подобное? Ну, судя по заявлению египетских политиков или там иорданских, ну и вообще арабских глав государств, не знаю, политиков, мусульманских государств Ближнего Востока, которые, безусловно, они поддерживают, они выступают за Палестину, они выступают с осуждением того, чем занимается Израиль. Но я не думаю, что они перейдут к каким-то решительным действиям в виде, значит, вооруженной, в виде обороны, в виде защиты, я не знаю, Палестины или еще что-то подобного. Мне кажется, все дело ограничится какими-то политическими декларациями с их стороны и не более. Ну, собственно, мы увидим, что вот за эти прошедшие, сколько уже, 1,5 месяца, да, плюс-минус, пока дальше дело не пошло, кроме каких-то слов, кроме каких-то принятий резолюций, там, проектов, голосований за проекты и так далее. То есть каких-то решительных действий со стороны арабских государств мы не увидели, и, мне кажется, не увидим в дальнейшем. Хотя, да, когда все это начиналось, и был прогноз еще и раньше, что, возможно, и Третья мировая война, которая начнется именно с этого конфликта. А действительно, превратится ли палестино-израильский конфликт в Третью мировую? Такая опасность была, об этом много уже говорили, но пока вот то, что сегодня происходит, говорит о том, что, скорее всего, Третьей мировой не случится. На этот счет можно быть спокойным. Потому что хотя бы мы видим за эти 1,5 месяца не отсутствие каких-то решительных, как я уже сказал, конкретных действий со стороны тех или иных государств. Пока мы видим, что только, условно говоря, 2 стороны втянуты вот в эту трагедию. Ну, одна сторона, мы знаем, в виде, так сказать, карателя, в виде государства, которое устраивающее геноцид, другая сторона в роли жертвы. А третья сторона – это сторона скорее наблюдающая и призывающая к каким-то и поставляющая оружие Израилю, как Америка. Да, я забыл, да, есть еще 4-я, можно сказать, сторона, которая не просто наблюдатель, а которая провоцирует, разжигает и получает с этого дивиденды. И с пеной у рта доказывать, что Израиль защищается, имеет право защищать, убивая мирных жителей. Вот вы себе представьте, если бы вот так спецоперация России происходила на Украине, как сейчас себя ведет Израиль в Палестине, что из этого произошло бы? Какой хай поднялся бы? Какой шум поднялся бы в мире? Тут двойные стандарты, безусловно.
И я более того скажу, что если бы случись сейчас военные действия где-то близко к границам Соединенных Штатов Америки, там вой и хай поднялся бы еще, да, я не знаю, до Луны бы поднялся бы, до невозможности. Случись это ближе к территории США. Все дело вот в этих самых пресловутых двойных стандартах, в политическом лицемерии, в тех выгодах, которые получают разного рода политики и продажные политики, лицемерные политики. И прежде всего мы тут говорим о западных, ну и прежде всего, наверное, даже о политике в целом, которую она уже продемонстрировала за эти последние годы, Соединенные Штаты. Смотрите, есть мнение, что выполнение резолюции ООН, создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме привело бы к завершению многолетнего военного конфликта на Ближнем Востоке. Да, вы согласны с этим? Такое мнение существует, оно очень распространено в политическом мире, вообще в мире. В принципе, его даже и придерживаются даже и представители арабских государств, там, я не знаю, того же Египта, допустим, мы могли видеть высказывания политиков, там, или Иордании. Вот. Но мне кажется, даже сами палестинцы к этому немного скептически относятся. Почему? Потому что 1967 год все-таки уже к тому времени, на самом деле, территория Израиля уже была намного, так скажем, выросла по сравнению с изначальной. Да, если считать с 1947 года. Год. Да. С этим я с вами согласен. А уж если вспоминать начало вообще всей этой истории, да, которая была положена там, в 20-х годах 20 века, да, когда израильтяне или вообще Израиль государство в принципе не было на территории Палестины, а это была территория бывшей Османской империи, да, которая там находилась долгое время в каком-то неопределенном статусе. Да, безусловно, создание независимого государства Палестина – это шаг, на который стоит пойти, для того, чтобы завершить этот конфликт. Вопрос границ и вопрос, какой город, Восточный ли Иерусалим или весь Иерусалим должен быть столицей этого государства, мне кажется, это вопрос открытый и дискутируемый. И тут нужно, конечно, все-таки думать о том, чтобы избегать компромиссов и все-таки требовать, я не знаю, скорее не 67-го года границы, а уже как минимум, я не знаю, откатиться к тем позициям, когда было создано государство Израиль. То есть... Но также есть мнение, что за всем происходящим на Ближнем Востоке, так же, как и на Украине, стоят США, которые теряют свое влияние в этом регионе. Может, дело тут в этом? США нигде не хочет терять позиции, мы это прекрасно знаем. Да, нигде не хочет. Она влезает в каждую, я не знаю, в каждый даже локальный конфликт на всем земном шаре для того, чтобы показать, что всем в мире сегодня управляет Соединенные Штаты, что есть один центр силы, это Соединенные Штаты. Вот. И опять же, утрата даже отчасти влияния, как им Смотрите, может где показаться. происходит убийство мирных граждан, там США. Где захват территорий, там США. Везде, где пылает пламя войны, США. И в то же время, многие в мире признают, что единственная уважаемая и авторитетная страна в арабском мире – это Россия. Россия на Ближнем Востоке надолго. С ней надо договариваться, кто бы, что бы ни говорил. Смотрите, в Ливии, Йемене, Сирии, Ираке хорошо помнят, что такое США и Англия. Или я не прав? Память-то она... Конечно, память остается, и эта память не очень добрая, так скажем, или совсем недобрая, можно сказать. А у Российской Федерации есть очень четкая позиция по урегулированию палестино-израильского конфликта, противостояния. Эту позицию поддерживают многие страны в мире, в том числе и в арабском мире эту позицию поддерживают. И ее поддерживает, там, не знаю,
есть позиция, сходная позиция, проект, да, резолюции там, о Бразилии, там, но опять же это все как бы это уже другой полюс силы. Если мы берем, что на одном полюсе находится США там, и их прихвостень в лице Евросоюза, то другой полюс силы это уже сегодня Российская Федерация, та же самая упомянутая Бразилия, Индия, Китай. Да, внутри вот этого БРИКа, да, Союз Бразилия, Россия, Индия, Китай. Возможны какие-то там противоречия, экономические какие-то там, я не знаю, свои договоренности и недоговоренности, но тем не менее это сегодня уже другой полюс силы, который очень четко противопоставил себя Соединенным Штатам и Европе. И я думаю, прекрасно в США об этом это понимают. И поэтому, да, сегодня, казалось бы, мы говорим о трагедии в секторе Газа. На самом деле мы сегодня, конечно, говорим о глобальном противостоянии между несколькими полюсами силы на территории всего земного шара. Ну и как бы Америка не хотела, как бы ЕС не хотел, но Россия все-таки продолжает оставаться самой авторитетной страной в нашем мире. Безусловно. Это так есть. И тут у меня вот такой вопрос к вам, Тимур. Вот можно ли сравнить проведение военных операций СВО и арабско-израильской войны? Можно ли тут что-то сравнивать? Мы уже говорили сегодня о политике двойных стандартов и о том, как реагирует мир сегодня на то, что происходит в секторе Газа, и как он реагировал на проведение специальной военной операции на территории Украины. И мы видим, что, к сожалению, эта политика не просто что-то в умах неких деятелей государственных, да, но это то, что сегодня захватывает даже, к сожалению, обывателей во всех странах, государствах. И это очень печально, но мне кажется, рано или поздно, и уже мы видим, мы даже помним, как менялось мнение, общественное мнение, да, по поводу того, что происходило в секторе Газа. Вначале это было однозначно, как ужасно Хамас напал, значит, на бедных несчастных израильтян. Ну, потом, ну, что ж поделать, но Израиль вынужден обороняться, это вот все оправдано, это было общественное мнение, да, как оно менялось. Сегодня уже весь мир говорит о том, постепенно начал говорить о том, как ужасен тот геноцид, который проводит сегодня Израиль в отношении несчастного палестинского населения. Ситуация меняется. Также меняется отношение в умах обывателей по отношению к тому, что сегодня происходит на территории Украины, и по отношению к Российской Федерации, то, что сегодня, как вынуждена поступать Российская Федерация, когда проводит вот эту когда проводит СВО. К сожалению, время нашего эфира заканчивается, очень актуальный разговор. И мой последний вопрос. Мир на Ближнем Востоке возможен только при решении палестино-израильского конфликта. Вы со мной согласны? Конечно, мы на самом деле всю передачу говорили об этом. Но это как итог, я у вас спрашиваю. Но это будет только тогда, когда будет создано палестинское независимое государство. Я так думаю. А ваше мнение? Я точно так же думаю. Я уверен, что только создание независимого палестинского государства. И причем тут очень надо будет много думать, много говорить, много обсуждать. Но в конце концов решить четко вопрос с границами этого государства. И не в тех границах, которые сегодня загнали несчастных палестинцев израильтяне, а вернуться, как я уже сказал, к исходным позициям в отношении, во-первых, столицы государства Палестина и в отношении тех границ, которые будут уже выстраиваться по отношению к Израилю. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи. Спасибо. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «В войнах». И председатель Совета при главе Чеченской Республики по развитию гражданского общества и правам человека, помощник главы Чеченской Республики Тимур Алиев. Вы сами все слышали.
И напоследок, не болейте, будьте здоровы.